Сергей Гапликов намерен лично разобраться с персональным составом комиссий, которые участвовали в приемке проблемных домов в рамках госпрограммы по переселению из ветхого жилья. На сегодня, когда муниципалитеты перешли в сжатые сроки строительства, начинает страдать качество. Это выявила уже ревизорская проверка, которая проведена накануне по поручению Минстроя России. Роман Истомин сообщит подробности. Основное количество нарушений связано с недоделками. При этом все проблемные объекты за подписью глав администрации муниципалитетов были приняты еще летом. Это Карткирос, Ижма, Кайгородок. В Кайгородском районе, коллеги, жители отказываются въезжать уже в построенные дома из-за отсутствия воды. То же самое, дома сданы летом. До настоящего времени отсутствует водоснабжение в домах. Это вот зона вашей личной персональной ответственности. Дома уже сданы, никто вам не будет там устранять эти нарушения. Нет, а как сдавались дома, если там вот есть какие-то проблемы? Коллеги, вы чего вообще? Проектной документации не требуете, экспертизы не требуете, при сдаче домов комиссионно не обследуете, либо обследуете так с закрытыми глазами. Ну что это за работа, а? Я не понимаю, правда. У нас с таких вопросов много накопилось. Либо мы с вами их решаем, и быстро, оперативно, либо тогда надо делать соответствующие выводы. И они будут неутешительные, коллеги. Или вы, я не понимаю, вы вообще отдаете себе отчет? Местные власти пояснили, когда дома в поселке Зимовка по Лесной 3 сдавались, вода была. Куда исчезла сегодня, непонятно. Мол, претензии уже выставлены подрядчику. Впрочем, это скорее о грехе прежнего руководителя. Меньше месяца назад власть в муниципалитете сменилась. А вот чем объяснить трудности во вполне успешном Усинске – загадка. Вот этот дом в Усинске, который был введен в июле месяце, да, вот посмотрите, дом не готов. Значит, разрешение главой подписано, до настоящего времени недостатки не устранены. Обратите внимание на теплотрассу, вот в каком состоянии она. Фасад здания, дом введен в июле, коллеги. Все недостатки должны давно уже быть устранены. Станислав Ильич, картинка видна, да? Нет. Нет, покажите картинку туда. Но я сегодня там был. Вчера был сегодня. Ну и... Устраняем, делаем. Сергей Анатольевич, у нас вчера была комиссия, там, значит, депутаты ездили, смотрели. Вот. Ну, я понял, хорошо. Хорошо. Дело в том, что мало хорошего, Станислав Юрьевич. Если в июле месяце подписан документ, а дом в таком состоянии, значит, вот разберитесь со всеми с теми, кто вам такую информацию предоставил, значит, и кто был крайне заинтересован вот этой вот фальсификацией. Подставили вас, подставили район. Снова отличилась Уссыльма. Местный глава администрации района Алексей Поздеев уже в который раз пропускает субботние селекторы. Уссыльма, слышите меня, нет? Да, слышим, Сергей Анатольевич, слышим. Я говорю, где Поздеев? Поздеев сегодня не будет. А где он будет? Заболел. Да вы что, правда? А у меня написано выезд по району. Ну, вместе с тем, да. Вместе с тем, да. Ну, вы ему передайте, чтобы он мне сейчас вот после оперативки позвонил и объяснил, в чем причина его отсутствия. Губернатор еще раз напомнил о персональной ответственности каждого руководителя по выполнению программы переселения. Явка на таких оперативных заседаниях обязательно, тем более, что сегодня комитетом по информатизации обеспечена возможность присутствовать, не выезжая в Сыктывкар. Роман Истомин, Павел Фетисов, телеканал Юрган.